Разные нации – одна страна. На мемориале памяти и славы прошла акция, приуроченная к празднику народного единства. Как живется представителям различных диаспор в Ингушетии? Наш репортаж о турках-месхетинцах и казаках. Мужество, стойкость и массовый героизм. Сегодня город воинской славы Малгобек отмечает 80-летие. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Анжелика Мержоева. В России сегодня День народного единства. Это один из относительно новых государственных праздников. Он отмечается в стране последние 8 лет. Идея сделать 4 ноября праздничным днем была высказана Межрелигиозным советом России в сентябре 2004 года. А уже в декабре был принят соответствующий закон. Впервые День народного единства отмечался в стране 4 ноября 2005 года. Праздник установлен в честь важного события в истории России – освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Тогда ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского объединило представителей всех сословий, национальностей и религий. Разные нации – одна страна. На мемориале памяти и славы прошла акция, приуроченная к празднику народного единства. В ней приняли участие не только представители различных организаций и учреждений, но и молодежь, люди разных национальностей и вероисповедания. Присутствующие читали стихи о значении этого праздника, возложили цветы к памятнику дикой дивизии, а после все дружно выпустили в небо воздушные шары, каждому из которых прикреплены флаги различных стран. Это говорит о том, что мы все люди, несмотря на национальности, вероисповедания, а все мы в первую очередь люди, и мы должны жить в мире, согласии, помогать друг другу, объединяться. И это было организовано для того, чтобы еще раз показать миру, насколько в мире и согласии живет, как и все другие народы, как и все другие регионы, наша маленькая, красивая, уверенная в себе Республика Ингушетия. День народного единства – это праздник, который символизирует главное качество нашего народа – это патриотизм, чувство любви к родине, к стране, к своему народу. Ингуши на протяжении веков внесли достойную лепту в становление великой и единой России. И я уверен, что подрастающее поколение будет чтить эти достижения и будет делать то, чтобы ингуши и дальше вносили свой вклад в развитие и укрепление страны. В Ингушетии проживают представители различных диаспор. Одной из самых крупных является турко-месхетинская. Их в Ингушетии около 100 семей. Как они оказались в республике и чувствуют ли себя как дома, в нашем следующем сюжете. В конце 80-х семья Тухтасина Нуфарова, как и все турки-месхетинцы, была депортирована из южных и юго-западных районов Грузии. Вместе с родными Нуфаров оказался в Ингушетии. С родителями он осел в сельском поселении Вознесеновское, где жил около 20 лет. После чего по программе переселения оползневиков получил коттедж в новом городке Малгобека. Мои соседи хорошие были, и так и хорошие. Мне трудностей не было. Вот так я скажу. Все было отлично. Все уважали нас, мы уважали. Вера одна. Адвия Нуфарова вышла замуж, когда ей было 18. С мужем она разделила все тяготы депортации. В Ингушетии они занимаются земледелием, выращивают овощи. Мы здесь занимаем, огород сажаем, картошка сажаем, капуста, лук, зелень, вот таким занимаемся. Когда родина нету, куда поедешь? Лучше Ингушетия. Сегодня в доме Тухтасина Нуфарова собрались все родные и друзья. Такие застолья здесь бывают часто. За 24 года у них не возникало разногласий с местным населением. Всегда во всем на них можно положиться. За любой помощью к ним можешь обратиться. История турко-месхетинцев выделяется даже на фоне других печальных историй депортированных народов. Они были отправлены в 1944 и 1989 году и до сих пор не вернулись на земли своих предков. Турко-месхетинская диаспора – одна из самых заметных на территории Ингушетии. В республике живет около 100 семей. Здесь они вошли в наше положение, сочувствовали нашей боли, сказали, мы тоже такой же народ, как и турки-месхетинцы, такие же пострадавшие до сих пор. И эти люди нас сразу поняли. Как говорится, наши братья нас легко поняли. Турко-месхетинцы принимают активное участие в экономической и общественно-политической жизни Малгобека. Большинство из них занимается земледелием. В год они обрабатывают 300 гектаров земли и продают в нашей республике экологически чистые продукты. Хадия Дельбиева, Сурху Кусиев. Новости 24.
В Ингушетии также проживают и представители казачества. Совсем недавно глава региона поручил им создать подразделение дружинников для помощи правоохранителям в охране общественного порядка. Помимо этого они занимаются и творчеством. О казачьем хоре, который поет и на ингушском языке, в сюжете Хяди Адельбиевой. Эту песню на ингушском языке казачий хор начал петь совсем недавно. Учитывая, что он исполняет свои композиции уже почти 70 лет, репертуар их не стареет. Вот и сейчас они записывают очередную песню. Ирина Мишустина является солисткой казачьего хора с 20 лет. За это время коллектив поменялся несколько раз, но качество исполнения от этого не изменилось, говорит она. Сейчас-то уже костяк у нас остался, очень хороший коллектив. У нас в коллективе есть ингуши, есть кистинцы, в основном русские. И поем мы чисто казачьи песни. Но выучили одну на ингушском языке, которая действительно пользуется у нас здесь популярностью. У нас всегда просят, чтобы мы ее исполняли. Всего в составе коллектива 17 человек. У большинства из них в хоре когда-то пели их мамы. На вопрос, не хотелось ли им оставить хор и уехать из республики, отвечают все одинаково. Живя здесь, в республике, я ничего не могу сказать плохое о тех людях, с кем я живу. Соседи у меня все ингуши, чеченцы, мало есть. Работаю я в коллективе, где я одна русская. И никогда у меня даже язык не повернулся бы сказать, что ко мне плохо относятся. Наоборот, даже ко мне относятся лучше, чем ко всем остальным. Мы здесь родились, выросли. Поэтому живем все вместе со всеми народами, которые здесь проживают. И дружно живем. Все соседи у нас. И есть и кистинцы, и грузины, и русские, и ингуши, и чеченцы. Мы все живем дружно. Казачий хор существует на территории Ингушетии с 1947 года. За это время они успели выступить не только на мероприятиях, проходящих в республике, но и на различных фестивалях по всей России. Хяди Адельбиева, Лейла Гайсанова, Рамзан Миржоев. Новости 24. Сегодня же православные христиане отмечают праздник Казанской иконы Божьей Матери. Почти 400 лет Русская Православная Церковь чтит этот день. Отметили его и в Карабулакском молельном доме, где отец Александр провел службу для местных прихожан. Верующие смогли помолиться и исповедаться. Подробнее Мария Мистоева. Православные христиане отмечают праздник Казанской иконы Божьей Матери. Отметили его и в Карабулакском молельном доме, где для совершения молитвы и исповеди пришли местные прихожане. Несмотря на отсутствие роскошного убранства, здесь проходят службы и прихожане собираются на праздники. Эта икона очень многочисленная. Она с 15 века вот так обновилась и в помощь как-то идет. Вот здесь нам, всем вот так верующим, силу нас, вот что мы верим, просим, нам это идет в помощь. Службу провел отец Александр. Здесь мы отдаем дань традиции, чтобы здесь и живущим русскоязычным людям, так сказать, сделать праздник, покормить, послужить, чтобы никого не обделить. После службы прихожане вышли из молельного дома для крестного хода. День Казанской иконы Божьей Матери является напоминанием о милости и заступничестве Божьем. По преданию, именно она спасла Москву в 1612 году, освободив ее от польской интервенции. В этот день как раз было явление Казанской иконы Божьей Матери одному из людей, архиепископу, в то время греческому, Руси матушке, что во сне матушка явилась и сказала, что победит все-таки правда, и суд Божий отойдет от русской державы. В память о событиях, положивших конец смутному времени, теперь существует и государственный праздник – День народного единства. Мария Мистоева, Рашид Гиндиев, Новости 24. Сегодня же город воинской славы Малгобек отмечает 80-летие. На праздник приехали гости из соседних республик. О том, как прошел праздник, в сюжете Светланы Томовой.
Малгобек, который носит гордое название «Город воинской славы», сегодня празднует свое 80-летие. Глава республики Юнусбек Евкуров перенес дату празднования на 4 ноября. И не зря, ведь сегодня Россия отмечает День народного единства. Сегодня на этом празднике собрались гости из соседних республик, чтобы отметить вместе с жителями нашей республики этот двойной праздник. Юнусбек Евкуров в своем вступительном выступлении поприветствовал гостей и жителей республики. Говорил он и о Дне единства народов, о том, как эти оба праздника значимы для всех нас. В первую очередь, конечно, это с Днем города, 80-летием образованием города Малгобек. И общий праздник, всенародный праздник, праздник государства нашего, День народного единства. Мы именно к этому дню подводили юбилейные торжества города Малгобек и решили здесь этот праздник отметить. Виталий Смирнов, федеральный инспектор СКФО по Ингушетии, приехал по поручению полномочного представителя президента России Александра Хлопонина с поздравлениями ко Дню города. Примите искренние поздравления с Днем города. С момента своего создания Малгобек всегда играл важную роль в жизни региона. В мирное время он являлся одним из нефтедобывающих центров Северного Кавказа. В тяжелые военные годы горожане не только продолжали снабжать фронт стратегическим сырьем, но и продемонстрировали пример небывалого мужества. Глава республики вручил денежные средства долгожителям Малгобека, новой семейной паре и детям, которые родились 4 ноября. Также Юнусбек Евкуров вручил сертификаты на новые квартиры вынужденным переселенцам из Чеченской республики и местным жителям, которых переселили из старого разрушенного многоквартирного дома. Гости не скрывали своей радости, говорили о том, что все организовано на высоком уровне, есть на что посмотреть и даже что-то перенять для себя. Еще раз хотел пожелать жителей города Малгобек, Малгобекского района и всю республику Ингушетии с этими замечательными двумя праздниками. Всем удачи, счастья, и чтобы всегда над вами, над нашей этой прекрасной республикой Ингушетия, и да не только на всем Северном Кавказе, царила вот такая прекрасная атмосфера, голубое небо, солнце. И как говорил наш балкарский поэт Кайсин Шуваевич Кулиев, мир и радость вам живущие. Также прошло открытие бюста Алексею Бересту, советскому офицеру, участнику Великой Отечественной войны, который в мае 1945 года водрузил знамя победы над куполом Рейхстага. Нам этот бюст подарил руководитель проекта «Аллеи российской славы» Михаил Сердюков. Алексей Берест, как осиновый кол, вбил своим флагом фашистскую Германию, водрузив флаг над Рейхстагом. Сегодня откроем Береста у вас благодаря администрации вашего города. Хизыр Гулуев, ветеран Великой Отечественной войны, приехал из соседней Северной Осетии. В годы войны он защищал Кавказ. Говорил о том, что не мог пропустить этот праздник. Такие времена, 42 году, октябрь, что я здесь вижу, своими глазами, это уже прошло. Этого дай Бог, чтобы никогда больше не было. Одним из основных событий было открытие новой аллеи в честь Гейдара Алиева. По словам главы республики, этот человек был великим другом и оставил о себе доброе имя. На открытие аллеи приехала делегация из Азербайджана. Спасибо вам за оказанную честь участвовать в открытии аллеи имени Гейдара Алиева. Гостей было много. Для них и жители Ингушетии устроили большой праздник, куда были приглашены артисты из соседних республик. Была организована ярмарка, где каждая школа и садик показали работы своих учеников и воспитанников. Горожане говорили о том, что это мероприятие они ждали давно и отдохнули вместе с семьями на отлично. Вы знаете, сегодняшнее мероприятие, мы все к нему готовились, мы его ждали очень. Так, День города отмечается у нас прекрасно, день погода, все хорошо. Я всех поздравляю с этим праздником, с Днем Единения России, я всех поздравляю сегодня. Сегодня Малгобек по достоинству и заслуженно носит почетное звание «Город воинской славы». И этим в первую очередь мы обязаны защитникам Малгобека и Малгобекского района, нашим славным нефтяникам, которые оставили о себе добрую память. Светлана Томова, Ахмед Беков. Новости 24.
К 80-летию Малгобека жители Ингушетии получили необычное поздравление. Оно пришло из космоса, а точнее от участников 37-й экспедиции к МКС Федора Юрчихина, Олега Котова и Сергея Рязанцева. Уважаемый Юнусбек Баматгиреевич, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые горожане, Малгобек – город-труженик, город-патриот, город-интернационалист. Его жители свято чтят память о воинах, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, защищая наше будущее. Присвоение Малгобеку почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» стало ярким подтверждением мужества ингушского народа в борьбе за свободу, счастье, идеалы добра и правды. Малгобеку исполняется 80 лет. В этот праздничный день хочется пожелать вашему городу развития и процветания, а всем жителям благополучия, солнечных и безоблачных дней. Пусть у вас будет больше поводов гордиться своим городом, его историей, славными традициями, современными достижениями. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, тепло и достаток. С праздником! Командир 37-й экспедиции на Международную космическую станцию Федор Юрчихин, борт-инженеры Олег Котов и Сергей Рязанский. Юнусбек Евкуров побывал с инспекцией на строительстве школы-интерната в сельском поселении Нижние Очелуки и многоэтажного дома в Магасе. Хава Султыкова расскажет подробнее. В сельском поселении Нижние Очелуки продолжается строительство коррекционной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями. Она рассчитана на 300 учащихся и будет состоять из 12 блоков. 3 основных трехэтажные, остальные двухэтажные. По указанию главы республики в школе заложен бассейн размерами 18 на 5 квадратных метров, которого не было изначально в планах. Проверьте, посмотрите, чтобы подкорректировать тогда, где нужно делать, где как надо делать. Строительство школы-интерната, не имеющей аналогов в нашей республике, ведется по специально разработанному проекту, что имеет очень большое значение для комфортного проживания детей с ограниченными возможностями. Далее глава посетил строительство первой высотки, которая положит начало современному городку для молодых семей. Строительство 18-этажного здания ведется в рамках федеральной целевой программы. В новом доме предусмотрены все удобства для жильцов. Юнусбек Евкуров в целом высоко оценил темп и качество проводимых работ. В каждом доме, вот таких домах, там на 30, на 40, на 60 детей, это частные садики пускай будут. Здесь легко это сделать, абсолютно. Да. И часть помещений не офисные, мне кажется, а именно, что здесь нужно? Хозяйственные, продуктовые, аптека. Отметим, дом для молодых семей – объект пристального внимания руководства республики. Хава Султыкова, Тимур Карахоев, Новости 24. А теперь подробнее о том, что представляет из себя первая многоэтажка республики. В ней предусмотрены все условия, в том числе и подземная стоянка. На какой стадии строительства и когда молодые семьи смогут получить долгожданные квадратные метры, расскажет Бикхан Хашагульгов. У въезда в столицу республики продолжается строительство первого многоэтажного жилого дома. Его высота достигает 18 этажей. Железобетонное основание заложили 2 месяца назад, а основной корпус дома уже возведен. Создание таких высотных зданий является новым шагом в сфере строительства в Ингушетии. 18 этажей мы завершили, залили 1 ноября. Сейчас у нас идет работа по техэтажу. Значит, это перекрытие под лифты, дальше отделочная работа, отопление, вентиляцию, канализацию. Заказчиком многоэтажного дома выступил региональный оператор ипотечного жилищного кредитования республики, а его проект составляли инженеры фирмы «Кавказ Курорт-проект». Общая площадь высотки составляет более 12 тысяч квадратных метров. Сдача запланирована на декабрь следующего года. Чтобы уложиться в срок, на объекте работают 3 группы. Асиф Байрамов – опытный строитель из Азербайджана. За свои 25 лет он не раз участвовал в возведении высоток. У нас сейчас 72 рабочих сюда задействовано, значит, арматурщики, опалубщики и разнорабочие. Они вот 2 смены работают, значит, первая смена и 2-я смена. И у нас техника сейчас в данный момент 3 техники, до этого были другие техники, и башенный кран у нас.
В жилом доме предусмотрены все условия для проживания молодых семей. По указанию главы республики, на первом этаже будет располагаться детский сад и магазины, а на прилегающей территории появятся детские площадки и стоянка для автомобилей. После сдачи объекта правительство республики сможет обеспечить жильем 238 молодых семей. Квартиры здесь будут разного типа, от однокомнатных до трехкомнатных. Кроме того, что будущие хозяева получат качественно обустроенное жилье, они еще смогут любоваться красивым видом из окна. Бекхан Хашигульгов, Рамзан Миржоев, Новости 24. Сегодня в Назране прошел совет муфтиев. Главной темой встречи стала недавняя перестрелка в центре города. Подробности у Руслана Албагачиева. На совещании муфтиев в Назране обсуждали два острых вопроса. Один из них касался громкого инцидента, который произошел в Назране в конце октября. Тогда похищение невесты окончилось перестрелкой в центре города, которая унесла жизни 3 человек. Сегодня главной темой нашего обсуждения стала традиция, связанная с кражей невест. Недавнее похищение закончилось кровопролитием между людьми. И мы собрались, чтобы искоренить эту традицию с похищениями невест, дабы впредь не было подобных случаев. Еще один вопрос. Как проводить торжественные и траурные мероприятия? Зачастую люди пытаются по-королевски накрыть столы, но не у каждого есть возможность это сделать. После смерти человека родственники покойного раздают милостыню, садака. И мы призываем людей, чтобы эту милостыню упростили. И затраты на нее могла позволить себе каждая семья. Итоги совещания Совет муфтиев подведет 9 ноября. На нем будут присутствовать и главы районов. Руслан Албагачиев, Рамзан Миржоев, Новости 24. В Назране на улице Газдиева прорвало канализационную трубу. Вот уже около недели проблема остается открытой. Что произошло и почему работники водоканала бездействуют, разбиралась Хайди Адельбиева. Жители улицы Газдиева в Назране уже 5-й день вынуждены терпеть неудобства. Там прорвало канализационную трубу. Дело в том, что жители дома номер 59, которые до сих пор жили без элементарных условий быта, решили проложить канализацию во двор. 4 семьи взяли письменное разрешение у мэра города и составили чертеж вместе с работниками водоканала. Начались работы по прокладке трубы канализации. Документально все нам разрешили. Трактор сделал канаву. Он городской вот этой трубе вообще он даже не дотронулся, метр отошел. Трубы все гнилые. Вызывает водоканал, водоканал на это не реагирует. Ребята своими силами стараются что-то сделать. Как утверждают жители, центральная труба сгнила и лопнула. Прорыв произошел в 2 местах. Вот это идет водопровод здесь, водопровод питьевой воды. Рядом с ним, рядом, буквально в смысле притык, идет канализационная труба, которая недопустима ни по каким нормам. Узнав, что приехала съемочная группа, работники водоканала тоже прибыли на место ЧП. Они начали выкачивать воду с помощью насоса и пообещали в ближайшее время починить трубу. А вот на наш вопрос о том, с чем связано почти недельное бездействие коммунальщиков, отвечать отказались. Хайди Адельбиева, Ильяс Ханиев, Новости 24. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.